Дорогие братья и сестры, сегодня Господь через чтение Святой Мессы говорит нам: не собирайте себе сокровища на земле, где моль, ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни мол, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Собирайте себе сокровища на небе. Сколько времени, энергии, сил мы часто теряем, чтобы накопить славу, успех, возможно, деньги. Всегда боимся, что того, что у нас есть, нам не хватит. Нам кажется невозможным не жить для накопления. Нам кажется логичным и даже справедливым в соответствии с нашей человеческой природой, и мы оправдаем себя, думая о длине нашей жизни, наших детях. Короче говоря, о будущем, как будто все зависит от нас. И когда мы сталкиваемся с этим приглашением Иисуса, мы принимаем его как ничто моральное, как нечто, что связано с нашей человеческой силой, как поведение, которому нужно научиться. Вместо этого, как сказал нам Иисус, это вопрос ясного глаза, который заставляет вас видеть то, что нам действительно нужно, или еще лучше, того, в ком мы действительно нуждаемся. Да, потому что сегодня Иисус повторяет нам еще раз, что сокровище, которое нам очень нужно, это Он. Это Он сокровище на небе. Что ни мол жадности, ни ржа эгоизма не могут разрушить. И что никакой вор не может забрать у нас. Действительно, если Иисус наше сокровище, мы не только не боимся, что кто-то может забрать его у нас, но скорее мы движимы огромным желанием отдать его это сокровище и Иисуса, чтобы поделиться этим сокровищем с как можно большим количеством людей. И сегодня Иисус также дает нам критерии для измерения того, в какой точке находится наша вера. Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Когда мы встаем утром, о чем мы думаем в первую очередь? Что нас беспокоит больше всего в течение дня? На чем постоянно мы сосредотачиваем свое внимание? Что движет нам, когда мы стоим перед выбором? Выгода, хорошее образование, наше удобство? Или мы останавливаемся, чтобы подумать о том, что Иисус сказал бы и сделал бы на нашем месте, будучи уверенными в том, что это правильно сказать и сделать? Лично у меня есть очень простой критерий для измерения того, что важно в жизни человека. На что мы готовы тратить время, энергию и деньги. Вот что важно. Впадает ли Иисус под эту категорию? Если да, то это сокровище моей жизни. Если нет, то не мое сокровище, а одно из многих, что присутствуют в моей жизни. Если честно, не так уж и сложно иметь ясный глаз. Как я уже сказал, если Иисус наше сокровище, мы также осознаем это из того факта, что мы не можем не поделиться им так много радости, которую мы испытываем, имея Его в наших сердцах, так много Его любви, которая есть Святой Дух.
Он подталкивает нас отдавать Его другим, чтобы они тоже были полны радости, как и мы. И, как сказал нам Господь через Святой Павла в первом чтении, ничто не может нас напугать. Усталость, заточение, избиение, смертельная опасность, забивание камнями. Много раз был в путешествиях, в опасностях, на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между жебратьями, в труде и в изнурении, часто в день, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Все это потому, что его сердце, святого Павла, было полно любви к тому Иисусу, которого он встретил, которым он чувствовал себя любимым, и которого он полюбил до такой степени, что был готов отдать за него свою жизнь. Точно так же, как и наши братья-францисканцы в Алмалык, память мученической смерти, которых в 1339 году мы вспоминаем. Епископ брат Ришард Бургундский, брат Франческо di Alessandria, брат Реймондо Руфо di Провенца, брат Паскуале di Vittoria, брат Лоренцо di Ancona и брат Пьетро Мартелли di Провенца, а Giovanni из Индии, переводчик вместе с итальянским торговцем по имени Гульермо. Скорее, после основания Ордена Братьев Меньших, эти люди, вдохновленные, как и их отец Святой Франциск, желанием сделать Иисуса известным всем людям на земле, отправились до пределов известного тогда мира, включая Китай, участвуя в путешествиях на пределе человеческих возможностей. Прибыв в эту местность, они встретили вначале определенные расположения со стороны вождей народов, прежде всего потому, что монах Франциск Александринский сумел величить сына одного из них, и благодарность была такой, что, будучи не в состоянии приняв христианскую веру, он решил доверить некоторых из этих мест правителей. Говорят, что в некоторых из этих мест правители так заботились о францисканских монахах, что хотя они не получили крещения, они не ложились спать, не получив от них благословения. И многие из них обращались к монахам за важными советами. Но когда все изменилось и началось гонение Али-Султану, ни монахи, ни те, кто стал христианами в нашей Казахстане, наши соотечественники, согласились подвергнуться заключению, пыткам и даже смерти из любви к Иисусу Христу. Описание мученичества говорит, что император Али-Султан, издавший указ убивать каждого христианина, который не отвергнет свою веру и не станет сарацинами. Монахи, присутствовавшие в монастыре, подверглись допросу, и те, кто отказывались отвергнуть католическую веру, были жестоко убиты мечами разъяренных сарацин. Дорогие братья и сестры, я желаю себе и каждому из вас по заступничеству этих братьев, монахов и мирян, наших соотечественников, чтобы мы тоже полюбили Иисуса до такой степени, что захотели бы рассказать о Нем всем и освободиться от всякого страха, движение только желанием, чтобы каждый мог познать Иисуса и иметь Его как единственное сокровище здесь, на этой земле, и навечно на небесах.